Sayıqlı dostlar, biz ise devam etemiz ve gerçekten de biz indi bir saat bekleydik ve tamam şimdi indi vakit geldi. Demek bizim studiyamızga musafir geldi, biz onu bekleydik. Şimdi ise söhbetimiz de başlanacak. Bugün mevzu pek meraklı olacak. Aslında benim sevimli mevzum kadınlar güzelliği ve ama mende bir sual var. Bana şimdi bu güzellik, yağmurlar ve güzellik ve öyle yağmurlar beraberlikte neni bizge takdim edecekler. Yaxşı, şimdi bunu hepsini öğreneceğiz dostlar. Tanış et. Dostlar, tanışуыңыз Лиля Мустафаева, визажист ve bu senesi nasıl güzelliklerin sırları nasıl olacak, nasıl gerek yapmağa, nasıl gerekmey gelinlerimizge yapmağa. Şimdi Lila bizge her şeyini anlatırır. Tanışуыңыз Lila Hanım. Selam aleyküm. С чего начинается утро визажиста? Давайте так начнем, может диалог у нас задастся. Ну, мое утро в первую очередь начинается с полезного завтрака. Я ем кашу овсяную, заряжаюсь энергией на целый день. Ну, а потом смотрю свой распорядок дня, чем мне сегодня заняться. Угу. То есть вот вам действительно каша овсяная, это энергия, это хорошо. А вот на что тратите свою энергию? То есть вот это работа визажиста, да, в чем она заключается? Что именно вы делаете? Ну, в первую очередь, это психология, это нужно быть позитивным человеком, заряжать энергией своих клиентов, те, кто пришел на макияж, потому что зачастую, если это невесты, у них бывает волнение, какое-то плохое настроение, и нужно этому соответствовать, нужно поддержать их в нужный момент и зарядить их позитивной энергией. Хорошо. Вот у Али был вопрос, как сохранить красоту, да? Я так понимаю, ты хотел спросить во время плохой погоды. Да, вот во время Нелетной плохой погоды, даже вот дождя, вот как у нас сейчас за последние дни, да, очень участились случаи дождя. Свадьбы еще, как бы свадебный сезон только начинается. И вот хотелось бы узнать, а все-таки как бороться с дождем? Вот макияж и дождь, что это? Ну, самое главное сейчас, конечно, в летнем макияже невесты – это стойкость макияжа. Макияж обязательно должен быть стойким, так как солнце и макияж иногда может потечь и быть недостаточно стойким, и поэтому нужно укреплять с помощью пудры, спреев всяких, чтобы макияж продержался до вечера. То есть погоду может испортить как дождь, так и солнце. Ты говоришь тему. Так, а вот сейчас тогда вот такой вопрос тоже с профессиональной точки зрения. Раз этот макияж будет устойчив против дождя, против различных ситуаций, как его потом смывать? Ну, смывать, очищение – это самое главное в макияже, чтобы наша кожа оставалась ухоженной, здоровой и сияющей. Мы должны правильно очищать кожу. Я кожу очищаю своим клиентам и себе, в частности, очищаю с помощью мицеллярной воды, либо молочка. Это в зависимости от типа кожи. Если сухая кожа, то желательно очищать, конечно же, молочком. Ну, мицеллярная вода – это универсальное средство, оно подойдет для любого типа кожи, любой девушки. Оно хорошо очищает стойкий макияж, и вот я советую девушкам пользоваться этой водой. А вот Любой девушке, вот тут вот разделение, да, сейчас, а мылом, водой просто нельзя так обойтись, нет, да, я так понимаю? Ну, я думаю, это очень жестко для лица будет. Ага, все хорошо. Так вот, если кожа у невесты, скажем так, неважная, когда и как ее нужно подготавливать к самому, так скажем, значимому дню жизни? Ну, если у невесты кожа проблемная, с какими-то высыпаниями либо шелушениями, желательно заранее сходить к косметологу, подготовить кожу, либо в домашних условиях можно сделать скрабирование, либо легкий пилинг лица, очищение лица, и все. И главное, хороший сон, отдых. Нужно быть отдохнувшей в свой самый важный день. Невеста 2017, какая она? Ну, сейчас в этом сезоне, как и в прошлом сезоне, очень актуальна здоровая сияющая кожа с легким таким сиянием. Очень актуальны кремовые текстуры, кремовые румяна, матовые помады, стойкий макияж. Это все очень важно для создания образа невесты.
Мгм. Я вот тут полистала, и здесь некоторые такие вот непривычные слова, допустим, как стробинг. Что это такое? Ну, стробинг, его больше всего используют голливудские такие селебритис. Это, ну, высветление основных центральных зон и затемнение. То есть это чем-то похоже даже на контуринг лица, вот как у Ким Кардашьян, может, многие знают. Кто это? Ладно, хорошо, я просто поддержать диалог. Высветление, то есть это просто определенные места или можно цвет кожи высветить как? Вот? Ну, высветляем мы с помощью консилера центральные части лица и с помощью пудры. Мгм. Пудра, знаю, что такое, хорошо. Также, что еще в моде, что актуально? Ну, хорошо, давайте я немножко по своей части поспрашиваю, все-таки мне тоже интересно. А мужской макияж, Ну, мужской макияж что это вообще? тоже сейчас достаточно актуален. Многие женихи пользуются Да этой ладно? услугой. Да. Это легкое нанесение Иномэ. тона, Ага. брови. Вот. И также некоторые даже губы иногда подкрашивают. Да? Вот так, слегка с розовинкой. Губы, а скулы нет? Ну, скулы тоже, легкую коррекцию лица тоже можно сделать, но это все по желанию, как бы индивидуально, Мгм. в зависимости от предпочтений жениха. Хорошо, Ага. это все интересно, интересно. Сейчас А жениху, когда готовится вот ко всей этой ситуации? Когда ему кожу подготавливать? Ну, ему тоже желательно заранее подготовить за день хотя бы. На самом деле, я так думаю, жениху не обязательно. Мужчина... Мужчины он- и так Да, красивые. любой мужчина красивый, да, это уже не секрет, тоже факт. Еще очень много интересных слов, да, вот, например, я вот до сих пор не могу понять это слово пилинг, и я почему-то все время думаю, что если пилинг кожи, это значит наждачная бумага, и так немножко пройтись, чтобы выровнять. Объясните мне, что это такое? Ну, пилинги бывают различные, но в основном легкий пилинг, он дает эффект такой ровной, гладкой кожи, он отшелушивает вот эти омертвевшие клетки кожи, какие-то шелушения убирает пилинг. Но это опять же какие-то маски, да, какие-то крема. Да, то есть те, кто пользуется часто косметикой, каждый день наносит тон, желательно, конечно, ухаживать за кожей, наносить всякие маски, делать пилинги, скрабы. Это очень важно для здоровой кожи. Мгм. Какие еще тенденции макияжа в 2017 году? Ну, тенденциями макияжа также остается легкая коррекция лица, контуринг, стробинг, матовые помады. Сейчас очень актуально влажные всякие кремовые корректоры, кремовые румяна и также матовые помады остаются. Все это актуально. То есть актуально на сегодняшний день остается все-таки сохранить красоту невесты, никак ее не преобразить, да? А вот для более смелых невест какой макияж больше Для подойдет? более смелых невест вот сейчас очень актуально, многие предпочитают дымчатый макияж, смоки айс, растушеванная стрелка. Сейчас это очень актуально. Мгм. Чем макияж прошлого года отличается от этого? Наоборот, да, тогда лучше задать вопрос, чем макияж этого года отличается от Хорошо. предыдущего? Ну, в этом сезоне также актуально, как я говорила, сияние кожи, стробинг, контуринг, все это остается. есть также особо не актуальным, отличается? да. Особо нет отличий между прошлым и этим сезоном. Мгм. А вот только ли макияжем вы занимаетесь или еще прически и прочее? Я делаю, да, и прически, и макияж. Ну, больше я склоняюсь к макияжу. Ага. Ну, то есть, как, вот, допустим, вот, сбор невесты, да, вот вы приезжаете вот только макияж, да, а парикмахер приезжает попозже, да, получается? Ну да, у нас так вот. Ага. Либо сначала парикмахер делает прическу, потом приезжаю я. Мгм. Хорошо. И металлический блеск. Вот тут вот тренд номер 7. Вот мне просто интересно, металлический блеск. Это вот я сейчас про наждачную бумагу, по-моему, не зря сказал, мне вот просто совпало, да, вот сейчас. Что такое металлический блеск и как его Ну, едят? металлика в макияже — это различные глиттеры, разное сияние, блестки, которые сейчас тоже актуальны. Ну, это больше используется в вечернем макияже. Ну, невесты не всегда
просят Рискуют, делать да? такое, да. Конечно. В Я бы тоже основном не- больше предпочитают классику в макияже. Мгм. Интересно. Ну а вечерний это, опять же, на свадьбу в таком макияже, ну, и не пойдешь, да, все равно? Ну, как гость даже, если... Нет, почему? Это очень красиво, и сейчас многие на вечер делают себе такой макияж с глиттерами, с пигментами. Многие молодые девушки, да, я так понимаю? Да. Все хорошо, все, я понял. Ну, на самом деле, все это очень интересно. Что бы вы еще посоветовали нашим телезрителям вот в плане ухода за собой, за своей кожей, за своим лицом, возможно, ну, а если вы не хотите советовать с точки зрения косметолога-визажиста, да, то посоветуйте просто что-нибудь от себя. Счастья, здоровья там, например. Ну, самое главное, чтобы, если у вас есть какие-то цели, нужно идти к этим целям, не отпускать руки, верить в себя, любить себя, и тогда у вас обязательно все получится. Все. Самое главное. Чохсал у нас. Коротко и главное, вот всегда идти к своей цели. Мы вам тоже желаем, чтобы вы постоянно добивались своих целей, чтобы невесты всегда были довольны вашей работой и чтобы вы были довольны своей работой. Чохсал у нас, Келген Озачон. Достар, біз есе девам етеміз. Мына өлі мерақлы айталар екен, мына суынен де көреш япмаға мүмкін. Біз есе сізге шымды суынен көрешмеге теклиф етмейміз. Неббеттегі қысуыңызны сейір етіңіз, бізден сақын айырылмаңыз.